Сегодняшним видеороликом открываем серию сюжетов про села и деревни Ижемского района Республики Коми. Ижемский этнос начал складываться во второй половине XVI века. В его формировании приняли участие вымские и ударские коми, северные великоруссы и лесные немцы. К концу феодального периода ижемские коми выработали в основном ту языковую и культурно-бытовую специфику, которая столь заметно отличает их от других народностей коми. На нынешней территории Ижемского района проживает более 80% коренного населения. Этот факт способствовал сохранению традиционного образа жизни, традиционной культуры и мироощущения живущих в тесной взаимосвязи с природой людей. Осваивая этот суровый край, предки коми-ижемцев добывали себе пропитание охотой и рыбалкой, постепенно осваивая земледелие и животноводство. Итак, Ижма – село на правобережье одноименной реки притока Печоры. О дате основания Ижемской слободы нет единого мнения. Возможно, из-за того, что село несколько раз меняло свое месторасположение, пока прочно не обосновалось на нынешнем месте. В документах Архангельского государственного архива упомянута дата 1400 год. Этнограф Лев Павлович Лашук в очерках «Этнической истории Печорского края» относит это событие к 1575-1585 годам. Архангельский губернатор Александр Платонович Энгельгард, посетивший в XIX веке Ижму, сославшись на летопись Ижемской церкви, отнес возникновение Ижемской слободки к 1567 году. Этот год и поныне официально считается датой основания села. Слободка быстро росла. Основанная позже Усть-Цильмы, она через некоторое время значительно превзошла ее по числу жителей. Этому способствовало ее расположение на оживленном торгово-промышленном пути. В 1638 году в Ижме насчитывалось 37 крестьянских дворов, а в 1646 году уже 65. Более подробные сведения о населении относятся к 1679 году. Тогда в Ижемской слободке имелось 5 дворов церковнослужителей, 52 крестьянских и 6 нищих дворов. Большинство населения составляли коми, но жили здесь и представители иных народов. Смешанный состав раннего населения Ижемской слободы не должен вызывать удивления, так как конец XVI – начало XVII веков были отмечены значительными движениями по Печоре и ее притокам различного промышленного и торгового люда. Одним из важных путей, ведших на Печору и в Зауралье, стала Вымско-Ижемская водная система. Коми-ижемцы занимались охотой, рыболовством, земледелием. Не обошли стороной Ижемскую слободу и неурожайные голодные годы. Это 1655 год, 1661-1662 годы и 1678-1679 годы. Больше 10 дворов запустело. Многие умерли, некоторые решились на переселение, в надежде найти спасение от нищеты и голода. В 1678 году очевидец сообщал: жители гладом тают и умирают, и такая нужда всей стране повсюду. На Ижме, в Усть-Цильме и на Пустозерском остроге. Интересен факт вступления коми-ижемцев в северное оленеводство. Становление оленеводства, производительной отрасли, складывается к середине XVIII века. К этому времени ижемцы стали выходить с оленями в тундру. А к концу XIX века стали одними из самых крупных оленеводов в большеземельской тундре.
Это произошло потому, что они, переняв у северных оленеводов кочевой уклад жизни и быт, внесли в эту отрасль много нового. Круглогодичную охрану стад, выход к морю в более удобное время, прививание животных от различных болезней и так далее, но самое главное, они сделали оленеводство товарным, не только за счет продажи мяса, но и за счет производства замши из оленьих шкур. А замша в XIX веке была востребована не только в России, но и за рубежом. Заслуживает внимания и стремление населения к образованию. Первая школа в сельской местности в Коми края открылась именно в Ижме, и открыл ее на свои средства крестьянин Прокопий Ануфриев. Было это в 1828 году. Конечно, в Петербурге в это время уже действовал университет, но развитием окраин России царское правительство не было заинтересовано. И вот буквально по истечении 1 века, в этой самой окраине, то есть в Ижемском крае, действовали 3 средних учебных заведения. Это педтехникум, где готовили учителей для начальных классов, речной техникум готовил специалистов для всего печорского пароходства, и зооветтехникум, где готовили специалистов для оленеводства и сельского хозяйства. Организаторами всех этих учебных заведений были представители местного населения. В 30-40-е годы XIX века Ижма поистине была кузницей национальных кадров. В Ижме очень чтили праздники. В рождественские дни, обходя село, ходили из дома в дом ряженые. Они не только веселили людей, но и пели, кликали в дом здоровья, достаток, счастья. Если не было в тундре эпизоотии, и олени стада благополучно добирались на зимние выпасы, то на льду реки устраивались олени-гонки. В таких гонках участвовали оленеводы не только Ижмы, но и заречных сел. Популярными были и скачки на лошадях. Богатые ижемцы для награждения победителей учреждали призы. Особое место занимала Пасха. Перед праздником женщины, сгруппировавшись, мыли друг у друга в доме потолки, стены, полы. В каждой семье пекли шанги, пироги, кулебяки. В обоих концах села сооружали большие качели, иногда с люлькой. Парни состязались в силе и ловкости. В теплые весенние дни широко были распространены игры в лапту и городки. Все путешественники, побывавшие в этих краях, отмечали статность и красоту ижемок, их умение вести домашнее хозяйство. Сверх того, они отличаются доброй нравственностью, строгостью правил. С развитием торговых отношений произошло расслоение общества. К началу XIX века беднейшая часть крестьянства находилась в очень тяжелом положении. Крестьяне, кроме денежных податей и налогов, несли еще натуральные повинности. Тогда произошло событие, которое заставляет пересмотреть взгляд о неприглядной забитости провинциальных крестьян. Это событие – восстание ижемских крестьян против повинности, строительство Тимско-Мезенской дороги, почти за 1000 верст от Ижмы. С 1833 по 1838 год ижемские крестьяне под руководством правозащитника Балина боролись за свои права и добились успеха. Почти через 200 лет, в конце 20 века, на Ижемской земле произошли подобные события. Местное население выступило за защиту своих прав на чистую окружающую среду и против незаконных нефтепереработок в местах традиционного природопользования населения. Дело дошло до суда с главой республики Коми, и опять коми-ижемцы выиграли. Этот беспрецедентный случай вошел в учебники по юриспруденции. Но, как отмечают исследователи и путешественники конца XIX – начала XX веков, население отличается мирным нравом, терпением и добропорядочностью. Судя по большому количеству православных храмов, почти в каждом селе, христианская вера была в чести у ижемцев.
Много было священнослужителей из местного населения. Школы в конце XIX века были в основном церковно-приходскими. Строительством храмов, как деревянных, так и кирпичных, занимались мастера из местного населения. Кирпич производили тут же. Ижемский край отличался двухэтажными деревянными жилыми постройками. Вся центральная улица села Ижма в начале XX века была застроена такими домами. Многие из них стоят и используются и поныне. В ходе демократических преобразований в конце 20-го – начале 21 века и, мягко говоря, недалекости политиков-реформаторов, все российские села и деревни с их жителями со всеми насущными проблемами были брошены на самовыживание. Возможно, в далеком будущем кто-то возьмется за подсчеты экономических и людских потерь в масштабах страны в ходе этих реформ. Не миновало это участи ижемцев. И только сегодня понемногу, шаг за шагом, село начинает оправляться от потрясений. Есть общественные движения, играющие огромную роль в сохранении исторических традиций, самобытности, родного языка и воспитании у молодого поколения любви к своему родному краю. Работают краеведческие музеи, туристические маршруты. Проводятся культурные мероприятия, различные соревнования, сплачивающие жителей и привлекающие массу туристов даже из-за рубежа. Одним словом, село Ижма возрождается. При создании видеоролика использованы материалы из книги Никона Кондратьевича Хатанзейского «Ижма», а также материалы, опубликованные на сайтах, ссылки которых указаны в описании к видео. Если вас заинтересовали аэросъемки сел и деревень Республики Коми, вы можете посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен более 200 видеороликов. Аэросъемки производились в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Усинском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Буду очень рад новым подписчикам на моих каналах. Смотрите и пишите свои комментарии, делитесь своими знаниями и историями, связанными с сюжетами в видеороликах.